очень интересный Пахомов Сергей. Вот есть теория, а есть практика. Я вот со стороны практики, которые музеи физики, науки и другие образовательные проекты. Значит, нельзя сказать, что в Ижевске ничего нет. Существует музеи, лаборатории, экспериментариумы. Самое древнее это в Удгу, есть музей науки, и там регулярно происходят занятия. Площадка Эврика, которая открылась 1,5 года назад в парке космонавтов, она растет и развивается. Вот тот проект, который упоминался в музее Калашникова, он, к сожалению, уже закрыт, то есть свернутая экспозиция, поскольку это в музейном пространстве нельзя это бесконечно долгое временную экспозицию держать. Я хочу сказать особенность. Вот дело в том, что музеи науки, они специфические. Это не музей в привычном понимании, это некая среда. Но среда отличается, например, от парка, лунопарка или там аттракционов. Там требуются комментаторы. То есть нужен проводник по этим вещам, иначе это не сработает. Это будут красивые, интересные вещи, но методом тыка там до сути не дойдешь. Ну вот простой пример, как можно даже из любого пространства сделать некие осмысленные вещи. Ну, во-первых, кто хочет реально посмотреть, как в Ижевске работает, вот 23 марта, это вот ближайшее воскресенье, в 12 часов возле памятника Звездочки на улице Молодежной, мы как раз будем проводить традиционное занятие по астрономии и космонавтике, где в среде города можно вот показывать какие-то вещи масштабные, что-то объяснять, показывать. Вот, например, мы находимся в этом помещении, да? Здесь вот порядка 400-500 кубических метров. Кубических, не квадратных. Вот этот объем соизмерим с объемом Международной космической станции. Ну там побольше, раза в 2. Но все равно это порядок один и тот же. Но размер, вот здесь характерный размер 10 метров, да? А космическая станция, которая летает над нами на высоте 400 километров, больше 100 метров. Спрашивается, почему такие разные геометрические вещи? Ведь объем-то один и тот же. А вот именно специфика космического жилья. Ну, во-первых, туда блоки все в виде труб, это обыкновенные бочки, ну, условно говоря, бочки. Максимальный диаметр это 3 метра, просто ракет других не бывает. А во-вторых, нужны солнечные батареи, да, чтобы максимально ловить свет, энергию. А мы, наоборот, прячемся все, чтобы меньше энергии от нас уходило. Поэтому, видите, это разное. Мы живем на Земле, мы компактно находимся в пространстве, а в космосе, наоборот, максимально рыхло. И вот такие вот комментарии, они необходимы. И меня немножко смутило вот в этом проекте, что Марина Борисовна вначале сказала, что вот могли бы быть производственные площади, там завод Бодолева, индустриальной техники. В индустриальной технике там внутри хранилась одна из лучших коллекций оружия. Сейчас она перешла в другие, вот в ИЖГТУ есть какая-то часть. Заводоуправления, там тоже великолепные были вещи. И так вот как-то скромно, вот музей занимательной физики, где-то в компактно спрятана вещь. Он не обязательно может быть в одном помещении, он может сквозным, он может через все пространство существовать. И очень приятно, что мыслится этот проект сразу кварталом, большим каким-то комплексом, который перетекает из одного в другое. Я желаю успеха этому проекту.